Добрый вечер. Сегодняшний выпуск будет арифметический или, если угодно, медицинско-арифметический. И событие, которое легло в основу сегодняшнего выпуска, произошло в среду, когда вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента заявила, что в число тех 17 регионов, уровень вакцинации в которых достиг 60%, вошла и Республика Коми. Это погнало меня к калькулятору, и мне необходимо стало проверить, что же имеется в виду. Потому что буквально через 2 дня Управление Роспотребнадзора по Республике Коми со ссылкой на республиканский Минздрав прислало цифру вакцинировавшихся на данный момент: 185 918 человек. Если это 60%, то что будет? Что такое 100%? 100% это у нас получается 309 863 человека. Ну, при всех миграционных потоках, точнее оттоках из республики, все-таки, если верить Комистату, на 1 января нынешнего года в республике проживало 813 590 человек. Таким образом, если даже вакцинировать 100%, как вот мы видим по цифрам, это получится всего лишь 38% от населения. Я прекрасно отдаю себе отчет, что далеко не все нуждаются в вакцинации. И вообще вакцинация, как известно, вызывает споры. Но если применить данные Минздрава, вот эти 186 тысяч, в отношении цифры Комистата, то есть населения республики, то мы получим цифру всего около 23%. И вообще говоря, по ощущениям, я думаю, многие из вас именно это и ощущают. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы корректно о чем-либо говорить, такими общими цифрами невозможно оперировать. Необходимо масштабирование до уровня городов и районов. А самое главное, мы прекрасно понимаем, чем выше плотность того или иного муниципального образования, тем, конечно, нужда в противокоронавирусных мерах резко возрастает. И мы знаем это на примере Москвы, столицы страны. Столицы республики, они тоже эти меры потребны, хотя, конечно, здесь гораздо меньше внутри городской человеческий трафик, но все-таки. Так вот, городское население в республике на 1 мая 2021 года, согласно тому же Комистату, составляет 637 072 человека, то есть 78%. Если применить данные Минздрава по привитым в отношении городского населения, получается, что в нем вакцинировано только 29%. Сельское население 176,5 тысяч, 22%. Если цифру Минздрава вакцинированных применить к сельскому населению, то получается, что сельское население вакцинировано поголовно и даже с лихвой. Мы прекрасно понимаем, что это не так, что основной дефицит или, скажем так, недостача по вакцинации приходится на города. К сожалению, в самом Минздраве на момент записи этого выпуска все телефоны молчали, которые могли бы ответить. Поэтому будем надеяться, что в продолжении следующей недели мы получим уже кое-какую ясность. И на этом фоне бить в барабаны о достигнутом уровне вакцинации, мне кажется, еще рановато. Всего вам доброго.